За прошедший год в налоговую поступило 25 тысяч обращений от населения через все сервисы служб, из которых 174 находятся в обработке, по остальным же проведена работа и направлены ответы. Доклад о проделанной работе в 2023 году зачитал заместитель руководителя регионального управления Федеральной налоговой службы Беслан Евлоев. Если сравнивать вот даже за последние 5 лет, если возьмем, устойчивая тенденция по ростам доходов республики наблюдается. Республиканский бюджет и местный бюджет совместно, это называется консолидированный республиканский бюджет. С каждым годом не менее 105% у нас прирост, поэтому, несмотря на тяжелые условия, мировую экономику, санкции, республика развивается, налоговые поступления идут вверх и, скажем так, работаем и дальше будем работать. Также для получения имущественных и социальных вычетов в госорган обратилось 11 320 человек. На коллегии отметили, что государство представляет опору и поддержку населению. Возмещение НДС инвесторам республики в 2023 году составило 337 миллионов рублей. Сокращено количество контрольных мероприятий, в том числе выездных налоговых проверок. Их за прошлый год было всего 20. Также Евлоев рассказал о налоговых каникулах. Не начислялась пеня на неуплаченные налоги, не применялись меры, не блокировались счета. То есть полгода государство дало конкретный бонус всему населению, всему бизнес-сообществу Российской Федерации, чтобы они могли и найти новых партнеров, найти новые контракты. Следует отметить, что налоговые органы за последние 4 года добились увеличения поступлений в бюджетную систему Российской Федерации почти в 2 раза. Налог на прибыль, на профессиональный доход, патент, НДФЛ, страховые взносы, имущественные налоги, НДС. Заместитель управления дал подробную справку по каждому пункту. Но есть и те, кто активно укрывается от налогов. На 2 предприятия региона заведены уголовные дела. Общая сумма задолженности государству более 300 миллионов рублей. Свою оценку работе ведомства дал первый заместитель председателя правительства Олег Фурсов. На 5,2%, что мы тогда услышали, он, конечно, не такой амбициозный, как нам бы хотелось его видеть. И он немножко отстает от тех задач, которые ставит перед нами глава республики, ставит президент. Здесь хотелось бы, чтобы налоговая инспекция, налоговая служба в совокупности с иными федеральными структурами, такими как служба судебных приставов, МВД, мировые судьи, нарастили работу по увеличению налоговых сборов. Это, поверьте, крайне важно. Я напомню, что характер нашего государства он социальный, и в первую очередь государство обязано выплачивать своевременную заработную плату, иные меры социальной поддержки. Но знаете, что прошлый год мы закончили с определенным дефицитом, который не позволил нам даже своевременно выплатить заработную плату. Это говорит, наверное, о том, что нам нужно составить с вами достаточно подробный план квартальный по извлечению доп. Доходов в налоговую систему, этому плану следовать, исходя из текущей финансовой ситуации. Главный федеральный инспектор по Ингушетии Виталий Смирнов отметил, что необходимо еще активнее проводить работу по сборам налогов и сокращать дотационность региона. Люди должны понимать, за что они платят налоги, а главное, куда они уходят и какую пользу несут для общества, отметили на коллегии. Для этого необходимо вести активную информационную политику. В завершении мероприятия руководитель ведомства отметил грамотами сотрудников, отличившихся в работе в прошлом году. Зарема Евлоева, Али Зязиков, МАГАЗ 24.